Только за сегодняшнее утро в Насыркорской амбулатории успели привить порядка 60 детей. Заболевание особенно опасно для малышей до 5 лет. В группе риска также находятся дети до 14 лет включительно. Им также рекомендовано сделать вакцинацию. На выбор предлагают 2 препарата. Действие и защита у обоих одинаковое. Кто-то получает пентаксим, кому-то капают живую. Свою вакцину получил и Рахим. А куда тебе сделали укол? Вот тут и вот тут. Боишься? Нет. А вот ты капельки принимал, они вкусные были? Да. Вакцинацию проводят согласно национальному календарю, а если ребенок не получил по графику свою прививку, для него составляют индивидуальный план. Противопоказания, симптомы ОРВИ, кашель и температура. Привиться стоит хотя бы потому, что иммунитет от полиомиелита пожизненный. Назрановская районная больница, у нас 10 медицинских учреждений, и по всем этим учреждениям работают у нас бригады в составе врач, медсестра прививочная. Обязательно перед вакцинацией осматривает доктор ребенка и проводится разъяснительная беседа, то есть подворовые обходы, чтобы люди знали, что единственный метод предотвращения данной инфекции – это вакцинация. Медики говорят, разъяснительная работа о важности профилактики дала свои результаты. Даже те родители, которые раньше были в числе отказников, приняли твердое решение вакцинироваться от тяжелой инфекции. Я отношусь к прививкам очень хорошо. Надо приходить прививаться в амбулаторию. У нас доктора очень хорошие. Да, по календарю мы приходим постоянно, нам звонят. На прививку приходим, делаем прививку. Всю необходимую цепочку хранения вакцин соблюдают. Сроки годности препаратов показывают при желании родителям. Вакцина хранится в холодильниках. Каждая вакцина хранится на своих определенных полках. Есть живая вакцина, неживая. Живая вакцина должна храниться на отдельной полке. Все нужно подписывать. Здесь все подписано, где какая вакцина. Температурный режим соблюдается. Здесь есть индикаторы и есть внутри градусники, которые контролируют. Вакцина, подчеркивают медики, никаких осложнений, кроме легкой температуры, в первые несколько часов после прививки не вызовет. Врачи призывают не доверять сомнительным советам, которые распространяются в интернете. Ответная реакция может быть и через 3 дня, через 4 дня температура немного подняться, местная реакция, боль, небольшой отек, но это все нужно родителям объяснять. Если будет что-то серьезное, обращаться. Но в основном, я вам скажу, это бывает очень редко, чтобы была местная реакция, небольшая реакция бывает обычно. У меня у самой все внуки привиты, вроде все хорошо прошло. Сделать вакцинацию в республике можно бесплатно в любом государственном медучреждении, в то время как стоимость одной такой прививки в некоторых частных клиниках достигает 6000 рублей. Отказ от вакцины ведет к серьезным последствиям. На сегодняшний день у нас в клинической больнице города Москвы находятся наши больные, которые вовремя не привили своих детей. И вот по вине этих родителей, которые вовремя не привили своих детей, отказались от вакцинации, вот эти дети заболели, и они сейчас находятся на лечении в Москве. Средства для проведения дополнительной иммунизации от полиомиелита выделены по поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова из Национального фонда развития. Это более 6 миллионов рублей. Запаса препаратов в медицинских учреждениях достаточно. Хава Гагиева, Джамалей Султыгов, Новости 24.